тех, кто еще не ложился. В эфире главного национального канала программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только хороших новостей и, конечно, отличного настроения. 13 октября на календаре, день недели, вторник. Сегодня отмечается Международный день борьбы с тромбозом. В России это день гидрографической службы военно-морского флота, а в народном календаре сегодня наступил день Михаила Соломенного. В этот день смотрели на следующие приметы. Если первый снег выпадал на Михаила, значит зима наступала еще не скоро. А если же к этому времени все журавли улетали на юг, значит зима будет ранней и холодной. Кстати говоря, в Якутске сегодня за ночь достаточно обильно выпал снег, и можно сказать, что это первый такой хороший, настоящий снег. Впрочем, какая погода ожидает нас сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -2, -6 градусов. Днем ожидается до -1, -5. В Заречье -4, 0 утром, днем -1, -4 градуса. В южных улусах -7 утром, днем до -4. В Вилюйских улусах -7, -8 утром, днем -1, -2 градуса. В Нижнеленских -4, -10 утром, днем -4, -5. В западных улусах -5, -7 утром, днем -2, 0 градусов. В Колымедигирских улусах -9, +2 утром, днем ожидается -3, местами +7 градусов. В Янских улусах -5, -9 утром, днем -4, -7 градусов. В северо-западных улусах -9, -11 утром, днем -4, -8 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -5 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный, днем ожидается снег, температура воздуха составит -2, -4 градуса. У жительницы города Ставангер, что в Норвегии, живут 6 собак, одна из которых 8-летний бордер-колли по имени Генри. Генри с щенячества выделяется на фоне братьев, и дело не во внешности, а в необычном умении ходить на 2 лапах. Судя по комментариям под видео, многие не поверили в то, что собака может исполнять такое по своей воле. Похоже, он сосредоточился на угощении, а не на прогулке и осмотре. Как бы то ни было, другие видео с Генри лишь подтверждают, что при ходьбе он часто пользуется только задними лапами. По словам хозяев, хождение на 2 лапах не причиняет собаке неудобств. А со временем Генри нарастил мышцы, а это значит, что он силен, и для него это просто. Ему 8 лет, проблем с ногами никогда не было, зато теперь Генри не только может ходить по-человечьи, но и прыгать, как кенгуру. А в Азии на полях зацвели розовые облака. Социальные сети наполнились сказочными снимками. Давайте посмотрим. В октябре в странах Азии начался сезон цветения облакообразной розовой травы под названием Мюлленбергия, или сокращенно Мьюли. Она выглядит как розовая пена или туман. Ее используют в качестве декора в садово-ландшафтном дизайне, а также специально выращивают на фермах, куда во время сезона цветения съезжаются сотни туристов, чтобы полюбоваться на розовые облака и сделать, конечно же, красивые снимки. Дорогие наши телезрители, мы призываем вас без крайней необходимости не посещать общественные места и по возможности оставаться дома. Пенсионный фонд работает строго по предварительной записи для нашего с вами удобства и сохранения здоровья. Так как же записаться и про каких случаях можно подойти без записи, нам расскажет специалист фонда.
Уважаемые пенсионеры, прием населения в территориальных органах пенсионного фонда ведется по предварительной записи. Без предварительной записи принимаются заявления только на пособие на погребение и на удостоверение личности для идентификации в СИА. Во всех остальных случаях нужно записаться на прием. Прежде всего для того, чтобы сохранить ваше здоровье. Это в условиях пандемии. Можно подать заявление электронно. Если у вас нет возможности подать электронно, вы можете подать заявление по телефону. Все контакты, данные управлений пенсионного фонда вы можете найти на сайте пенсионного фонда «Контакты региона». Далее можно заявление направить по электронной почте. Для того, чтобы удостовериться, вы ли это заявление написали, обязательно специалист территориального органа вам позвонит и удостоверится в ваших данных. Для того, чтобы получить любую услугу электронно или же дистанционно, то есть путем телефонного разговора или же по электронной почте, вам нужно указать при себе, сразу при телефонном разговоре, держать при себе и сказать данные паспорта вашего, ваши полные ФИО и номер СНИЛСа. Или же вам нужно будет сказать кодовое слово, которое вы можете себе сами придумать на сайте пенсионного фонда в профиле пользователя, то есть там, где ваши данные, или на портале госуслуг. Призываем население позаботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких и запланированно посещать клиентские службы пенсионного фонда. Коронавирус особо опасен пенсионерам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания. В связи с этим предлагается указанным категориям граждан продолжать работать, временно оставаться дома. На это время можно взять, к примеру, отпуск, перевестись на удаленный режим или получить больничный лист, который оплачивается согласно установленным правилам Фондом социального страхования. Об оформлении листков нетрудоспособности для работающих пенсионеров старше 65 лет мы поговорим с Марией Александровной Савенковой, начальником отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия. Мария Александровна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, нужно ли лицам старше 65 лет обращаться в свои медицинские организации? Во-первых, работникам 65 лет не надо обращаться ни в медицинские организации, ни в наш фонд. Электронный больничный лист оформляется на основании сведений, которые предоставляются работодателю. Угу. Но имеют ли право все оформить лист нетрудоспособности? Учитывая, что постановление является временным, по которым определены временные правила, они касаются только категории граждан, работающей категории граждан, которым 65 лет и старше. Соответственно, могут оформить больные, находятся в отпуске в этот момент, не работает по системе и не находится в периоде простоя. Угу. А чтобы работник старше 65 лет получил лист нетрудоспособности, какие действия должен предпринять работодатель и на какой срок оформляется? И по этим данным выплачивается больничный лист. Система такая, что все это проводится электронно.
То есть мы получаем электронные сведения от работодателя, и работодатель должен указать конкретные сроки выплаты больничного листа в соответствии с постановлением и с периодами, указать единый номер больничного листа и направить все эти сведения уже в наш фонд. В соответствии с предоставленными сведениями производится оплата больничного листа. Мгм. Мария Александровна, а может ли работник старше 65 лет оформить лист нет? Про отпуск я уже говорила, что в период основного оплачиваемого отпуска или же отпуска без содержания больничный лист не оплачивается. Что касается дистанционной работы, это и есть исполнение определенных функций работника только удаленно. Соответственно, он в этот момент получает заработную плату. И поэтому больничный лист не оплачивается. Мгм. А нужно ли застрахованному лицу старше 65 лет, который соблюдает режим самоизоляции, подавать работодателю заявление о выплате пособия? В заявление необходимо не то что подать, а сообщить работодателю любым удобным способом для работника о том, что он желает уйти на больничный лист. Соответственно, уже после получения этой информации работодатель предпринимает те действия, про которые я ранее говорила. В настоящий момент хотелось бы немножко озвучить статистику. У нас выплачено свыше 29 тысяч пособий гражданам этой категории на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Соответственно, как вы понимаете, это достаточно большие цифры, и от 1000 работодателей поступают постоянно на оплату электронные сведения. Соответственно, наша республика еще не приостанавливала с апреля месяца ограничительные меры для этой категории. Поэтому по республике. Мария Александровна, за более подробной информацией, куда можно обратиться? Можно обратиться по нашему сайту. Вся информация размещена на нашем сайте. По горячей линии также информация предоставляется. И можно посетить наш фонд, подав документы на бумажном носителе. Мы принимаем у граждан по определенному графику и в определенном кабинете. Мария Александровна, спасибо вам за то, что проснулись. Отличного дня, плодотворной вам работы. Спасибо. Мы продолжаем. Школа – это испытание не только для детей, но и для их родителей. Предлагаем вам интеллектуальную разминку, чтобы освежить свои школьные знания. И неважно, как давно вы закончили школу, ведь наши вопросы – основа основ. Да? Сколько будет 10 в кубе? Я по алгебре на двойку учился. 10 в кубе, 10 тонн. 30. В кубе 30? Ой, не знаю. 10 в кубе это 10 умножить на 10, умножить на 10, умножить на 10. Ой, а сколько будет? В кубе? Ой, 1000, наверное. 1000? 10 в кубе. 1000. При каком императоре продали Аляску? При женщине. Екатерина? Петр Первый. Ой, Петр Первый? По-моему, при Екатерине Второй. При Екатерине Великой вроде. При Николае Втором, наверное. Сколько улусов в нашей республике? Вот это я не знаю точно. Вроде 37. Ну, по нашей работе 23, наверное, 25, да. Ой, 34, да? 37, да? 36? 36. 36. Где находится предплечье? Вы можете на себе показать? Сейчас. Предплечье, да.
Вот здесь. Банан, да? Где-то вот тут. Помните формулу серной кислоты? Нет, конечно. Вообще я гуманитарий, пианист. Серный. СО. Не знаю. CH, что-то там, я не знаю. H2SO4. Серная, H2SO4. Ну вот это моя тематика. Да? Баловать или баловать? Баловать. 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 На О. Мы продолжаем наш эфир. 4 ноября на большие экраны выйдет Тыгын Дархан Никиты Аржакова по произведению Василия Яковлева-Далана. Съемки самого масштабного якутского фильма шли на протяжении 2 лет и на территории 9 муниципальных районов и городских округов. Участвовали в них 10 тысяч человек. Особое внимание создатели фильма уделили национальным костюмам. Сегодня в нашей студии художник по костюмам фильма «Тыгын Дархан» Дарья Дмитриева. Дарья Петровна, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что для съемок фильма было сшито тысячи костюмов, да? Как вы с этим всем справились? Кто-то вам помогал? Как это вообще было? Расскажите нам. В общей сложности было сшито 3 с лишним тысячи, почти 3,5. Это колоссальное количество, конечно, это вообще впервые, я думаю, в истории вот нашего кино, да, здесь, в Якутии. Ага. Конечно, были сложности, но я хочу сказать слова благодарности нашим поставщикам. Это вот ряд магазинов: Ажура, Златошвейка, Мастерица, Анфиса, Ленук. Вот они колоссально помогли, потому что нужно было доставать быстро ткани, большое количество. Искали кожу хорошую. Здесь мы работали с Ахаболтом, с фабрикой Сардана. Они тоже помогали с мехами, с замшей, с отделкой шкур наших животных. Вот, ну. Но особое такое внимание, наверное, можно выделить костюмам главных, основных героев. Да? Да. Сколько их было. Если уж о массовке там можно как-то еще более-менее расслабиться, да? Одного типа костюма, да? Да, у нас героев 20 с лишним человек, около 30. И поскольку съемки шли в разное время года, показывали, они были в летних одеяниях, они были в зимних одеяниях, в межсезонье. И мы старались показать всю красоту вот, именно костюмов. Они были совершенно другие. Я думаю, что зрители увидят и оценят. А все ли костюмы вот пришлось шить, ну вот для главных героев, да, шить с нуля? Все пришлось и для массовки, и для героев шить абсолютно с нуля. Причем для героев некоторых нужно было делать сразу несколько. Потому что там, если человек был ранен, мы уже не можем заштопать и в следующем кадре показать, что он вот как новенький, да, поэтому просто 1 к 1 мы должны были просто из ограниченного совершенно. Да? А как вот рождается костюм? Сначала рисуется эскиз, утверждается ли он с режиссером, или вот все на ваши плечи возлагается ответственность? С самого начала читается произведение. Вначале сам роман, он огромный, конечно, огромный. Я его перечитала. Ну, я его читала раньше, в юности. Но сейчас вот перечитала уже совершенно перед тем, как другими глазами. И по направлениям, которые вот сказала режиссер, рождаются, делаются зарисовки, обсуждаются с художником-постановщиком. Но времени было очень мало, очень сжатые сроки подготовительного этапа, конечно. А сколько вот потребовалось на пошивку времени, грубо говоря, в целом? Совершенно по-разному, потому что там очень много ручной работы. Для героев это все видно. Каждый раз приходилось объяснять, что вот видно будет, это будет крупный план, поэтому все ручками. У всех исколотые были пальчики. Ну,
тем не менее, все это нам удалось сделать. Дарья Петровна, а расскажите, как вы попали в проект по приглашению? Да, конечно. Я И сразу согласились, не побоялись? Ну, поскольку я с Никитой Иннокентьевичем работала уже на нескольких картинах, я, в общем-то, дала У вас уже согласие. сложившийся Да, тандем, как бы да? сложившаяся такая группа, наверное. Но съемки проходили на протяжении 2 лет, даже, возможно, чуть больше, да? Наверняка есть какие-то моменты, которые вам запомнились, чего вы не забудете, приятные, неприятные. Ну, во-первых, конечно, мы увидели совершенно неимоверной красоты наши места, природу. И увидели очень много, познакомились с колоссальным количеством людей. Вот, например, для съемок большой сцены «Эгэх» она снималась в двух местах. В Нюрбе, на Аласе, Кочей, и здесь, в Юсхате. Мы выезжали несколько раз в Нюрбу. Мы работали там с мастерами. Люди согласились просто сами изготовить, сами пошить и в этих костюмах прийти. Представляете? На добровольное Вот, съемки, да. Ага, ну, там, конечно, и все провели большую работу. И вот 15 мастеров, с которыми мы работали, и которые потом показывали, объясняли, помогали всем своим землякам. Ну, это было колоссально, конечно. Но я смотрю, Никита Иннокентьевич вот раз прошел, 2 прошел мимо наших. Значит, мы подготовили там стойки с костюмами. И нужно было их закрашивать по новой. Это было незабываемо. Дарья Петровна, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Удачи вам в вашей работе, спасибо. Всех приглашаем 4 ноября на киноэпопею Тыгын Дархан насладиться красотой костюмов. Удачного дня! Большое.